Следующий аффикс ар, эр присоединяется к основам, именам прилагательным, и имеет следующий смысл: проявление или же появление какого-либо признака. В основном вот эти аффиксы присоединяются к прилагательным, обозначающим цвет. Ак – основа, белый. Агарар – белеть, появление белого цвета. Сары, саргарар, беглое гласное. Сары, саргарар, желтеть. Вот. Это не все значения этих аффиксов. Самые основные значения перечислены. Следующие аффиксы. Ш, Ж, З, С, Чу. Ну и в зависимости от гласной в основе могут быть присоединены щи, жи, зи, си, чу. Присоединяется к именам существительным и прилагательным и имеет следующий смысл: становление каким-либо, приобретение какого-либо признака. Например, к основе словом кижи присоединить зи, будет кижизир. Становиться человеком. Или же в тувинском языке это слово переводится как становиться человечным. Ну или гуманным. Вообще кижизидер значит воспитывать. Страдательная форма от этого глагола кижиздер переводится как воспитывать. Вот, кижизир. Следующий пример. Чурум. Дисциплина. Чурумджур. Чурумджур. Дисциплинироваться. Следующий аффикс. Сара, сире, зара, зире. Сара, если основа заканчивается на глухие, а у всех остальных зара, зире. Выражает чувство желания. Например, чувство желания. Например, эцерер, хотеть мясо. Это мясо. Сире, эцерер, хотеть мясо. Палксарар, хотеть рыбу. Следующий аффикс. Акса, иксе. Тоже выражает желание что-либо сделать. Сделать что-то, что выражено в основе. Например, номджур
читать. Номджуксар. Номджуксар, хотеть почитать. Келер, приходить. Келиксер. Хотеть прийти. Кса и ксе присоединяется к глагольным основам. А если основа именная от имени существительного, то аффикс будет просто са. Например, существительное су, вода, суксар, испытывать жажду, хотеть пить, суксар. Вот.